Вывести математику, физику и информатику на новую ступень изучения для всех ингушских школьников. Век современных технологий без точных наук никуда, а значит и знания должны быть на должном уровне. Физико-математический профиль, он ориентирован прежде всего на повышение качества образования. Во-вторых, он ориентирован на создание более благоприятных условий обучения для детей, которые имеют склонности к изучению точных наук. И физико-математический профиль, он предполагает более углубленное изучение физики, математики, информатики и так далее. И подходит именно тем детям, которые мечтают сделать карьеру в IT-технологиях, информационной безопасности, которые любят математику, любят участвовать в олимпиадах, любят точные науки. Образование – один из самых важных разделов очередного послания главы Ингушетии Народному собранию, в ходе которого Махмуд Али Калиматов поручил региональному министерству образования и науки в качестве пилотного проекта рассмотреть возможность введения физики, математики и информатики в классах с профильным уклоном в нескольких общеобразовательных учреждениях республики. Одной из базовых отраслей, формирующих индекс человеческого развития, является образование. 21 век – век информационных технологий. В своем недавнем послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сделал акцент на совершенствование преподавания математики и информатики в школах, поручая Минобразованию в качестве пилотного проекта рассмотреть возможность изучения физики, математики и информатики в классах с физико-математическим уклоном. В связи с этим в ведомстве уже готовится к сотрудничеству с Московским физико-техническим институтом. К реализации основной, первой задачи, поставленной главой субъекта, мы уже приступили. Состоялась встреча непосредственно с доцентом кафедры физики Московского физико-технического института, в ходе этой встречи был обсужден вопрос по обучению школьников региона в школе заочная физико-техническая школа, которая впоследствии даст им возможность уже поступления на очное отделение на бюджетные места физико-технического института. Заочная физико-техническая школа – это бесплатные образовательные программы от одного из лучших вузов страны. В программе обучения учащиеся 4 года углубленно изучают такие науки, как физика, математика, информатика, химия. От нашего региона возможность пройти обучение получат порядка 100 учеников. Работа ЗФТШ, она так построена, что большинство преподавателей ЗФТШ – это студенты МФТИ. Вот. И, как правило, если у нас есть студент, допустим, из Ингушетии, то с учениками Ингушетии работает именно данный студент. Вот. Ну, чтобы вы понимали, что студенты МФТИ – это очень высокого уровня ребята, это победители многих олимпиад, и поэтому, конечно, работая именно с такими молодыми, высокого уровня ребятами, то есть и для учеников школ обычных будет довольно очень интересно. Вот это будет каким-то дополнительным стимулом даже. Еще одна задача, на которой остановился глава – ликвидация двухсменного обучения в школах и очередности в детские сады. Каждый год в рамках различных федеральных программ в регионе строятся объекты дошкольного и школьного образования. Был объявлен конкурс на строительство, на выделение субсидий, строительство дополнительных образовательных учреждений в регионе, где нам подтверждена уже субсидия на строительство 6 образовательных учреждений. В общем, в целом дефицит посадочных мест в республике составляет 15 424 места. Для того, чтобы ликвидировать данную потребность, необходимо строительство 22 учреждений. Министерство образования делает все возможное по мере завершения строительства объекта для его скорейшего введения в эксплуатацию, для лицензирования данного учреждения. В ходе послания Махмуд Али Калиматов отметил и необходимость обеспечить дальнейшее совершенствование уже созданных региональных и зональных центров подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. Крайне важно для нас духовно-патриотическое воспитание молодежи. Необходимо обеспечить дальнейшее совершенствование уже созданных регионального и зональных центров подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, создание регионального круглогодичного учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард». В общем, первые шаги для реализации намеченных целей есть. Буквально вчера мы уже получили письменное уведомление о том, чтобы уже идет подготовка концепции патриотического воспитания. Это огромный шаг, потому что вот мы есть, получается, да, есть юнармия, есть патриотическое воспитание, но документально это все не было
подтверждено так, как бы нам хотелось бы. И вот теперь, если у нас в регионе будет своя концепция, не именно по юнармии, а по всему патриотическому воспитанию, которое будет объединять все вот эти вот организации, и Союз ветеранов, и юнармию, и кадетский корпус, и все-все, нам будет легче работать в одной команде. Курс взят. Насколько эффективно он реализуется, будет понятно уже скоро. Хава Гагиева, Магомед Шаухалов, Умар Газдиев. Новости 24.